Президент США Дональд Трамп выслушал проблему уйгурской девушки. Трамп провел беседу и выслушал проблемы Джевер Тохти, являющейся дочерью осужденного китайским режимом борца за права уйгуров, экономиста доктора Ильхама Тохти. Китайцы принуждали к проституции пакистанских девушек, которых они вывозили в Китай через сеть брачных агентств, созданных ими в Пакистане, а тех девушек, которые отказывались выполнять их требования, продавали мафии трансплантологов. Уйгурский журналист и писатель Миркамил Кашкарлы сообщил, что в этом месяце в Пакистане было задержано 30 китайцев из брачной сети и 5 пакистанцев, помогавших банде. За последние несколько месяцев было выявлено по меньшей мере 100 пакистанских девушек, попавших в ловушку сутенеров и мафии по сбыту органов после того, как они были доставлены в Китай под предлогом бракосочетания. Однако Министерство иностранных дел и Министерство внутренних дел Пакистана до сих пор не добилось каких-либо результатов для возвращения девушек на родину. Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф ответил на заявление Трампа, сообщившего о сбитом в Ормузском заливе иранском беспилотнике. «Мы не получали такую информацию», — сказал Мухаммад Джавад Зариф. Данное заявление Зариф сделал во время встречи с генеральным секретарем ООН Антонио Гутеррешем. В результате взрыва бомбы в здании управления провинциальной полиции Кандагара погибло 11 человек. Пресс-секретарь губернатора Кандагара Ахмед Бехир Ахмеди сообщил журналистам, что один из нападавших взорвал начиненную взрывчаткой машину у здания полицейского управления, а другие вступили в столкновение с силами безопасности. Помощник премьера-министра России Юрий Борисов сообщил, что поставка всех частей систем ПВО С-400 в Турцию будет завершена до конца этого года. Борисов подчеркнул, что Москва выполняет поставку вовремя и без задержек. По словам Борисова, реализация соглашения, в том числе и подготовка турецких специалистов, будет завершена в этом году.